Этой вокальной группе из Усть-Цильмы уже 15 лет. И все это время она мечтала попасть на Василей. Но в Усть-Кулом артистов пригласили лишь в прошлом году. В одной из номинаций дебютанты заняли призовое место. Мы поем старинные усть-цилимские песни. В прошлом году пели на конкурсе. Наконец-то. И так рады, что попали на Василей спустя столько лет. Василей, Василей. Эту песню на слова Василия Ладыгина и музыку Василия Гущина знает почти каждый зритель фестиваля. Она стала гимном Василея. И теперь звучит не только в Усть-Куломе, на родине Василея, но и по всей республике. Придуманный в 1994 году народный праздник удалось превратить в настоящее шоу республиканского масштаба. Так что теперь он бренд не только муниципалитета. Юбилейный конкурс в этом году, ему 25, прошел на ура. Но организаторы решили не останавливаться и отметить юбилей еще раз уже в столице Коми, собрав 25 лучших песен, которые сегодня на устах Коми народа. Есть такие песни, которые оценило жюри, но их не поют. И в этом не виноваты ни поэт, ни композитор. Вот так получилось. А в сегодняшней программе песни, которые на слуху, которые завораживают сердце, поднимают дух. И их исполнят самые лучшие коллективы. Сегодня Василей – суперпопулярный конкурс современной коми-песни. Каждый год режиссеры пытаются привести в ход конкурса и гала-концерта что-то новое. Юбилейный концерт, по словам режиссера, скорее вечеринка в старых добрых коми-традициях. Главная задача организаторов этого конкурса, чтобы коми-песню с глубинки услышал столичный зритель. Зал Усть-Куломского дома культуры рассчитан всего на 350 человек, и всех желающих не вмещал никогда. Поначалу основными исполнителями были сельские коллективы и непрофессиональные артисты, а сам фестиваль чаще проводили экспромтом. Но уже в 95-м конкурс получил статус республиканского. Василий очень изменился. Теперь это большое шоу. Очень радует, что по-прежнему звучат коми-песни. Но я считаю, надо делать две номинации – профессиональные и самодеятельные коллективы. Конечно, конкурс пережил разные времена. В творческий голод не хватало новых имен. И тогда предлагали ввести программу и русские песни. Но кризис миновал. И сегодня можно с уверенностью сказать, Василей жив и регулярно открывает новые таланты. Это свидетельствует о том, что интерес к конкурсу не ослабевает, и что конкурс, конечно, будет развиваться. У нас очень много появляется моментов технических, дополнительных. Да? Если мы 25 лет назад вспомним, какая была музыкальная аппаратура, то, что сегодня, это совершенно большая разница между ними. Мы очень рассчитываем, что с этого года наш районный дом культуры пополнится в рамках поручения Сергея Анатольевича Гапликова LED-экраном большим, который мы уже будем использовать не только на конкурсе Василей, но и в целом при проведении мероприятий, тем самым увеличивая интерес жителей. Анастасия Тюрина, Вячеслав Беспалов, Иван Богомолов, телеканал Юрган.